Северная Осетия, Алания, 7987 квадратных километров, 678 тысяч населения, более 1,5 миллиона туристов в год. Но я пошел дальше, я переехал сюда и теперь готов исследовать каждый уголок Северной Осетии. Всем привет, меня зовут Евгений Казанов, я профессиональный турист и телеведущий. Проехал более 15 тысяч километров, посетил сотни музеев, попробовал тысячи блюд. В каждом выпуске я путешествую по Осетии вместе с теми, кто знает ее лучше всех, местными жителями. Наша цель – исследовать республику. 28 тонн, не поверите, поднимали на вертолете. Познать вековую культуру. Я бы съел запах просто. И составить свой путеводитель ярких эмоций. Вы посмотрите, что там за виды! Ирон и я, когда простое путешествие начинается с вопроса: а что, если остаться? Рак фыдал тазыртой, налгой магдам қамы шаража хазар, нишаза балаш, амашко мылкана фырт. Асын хашты рашт кайышты, уыл қамы мағде машражуам, ама бас архайым нахаш кади машах хашт каныныл. Тишина, спокойствие. Слышно, как по горе спускается ветер. Одинокие домики с загонами для животных. Вот так выглядела раньше Горная Осетия. Здесь практически не было ничего, но одновременно было все. Сегодня мы поговорим об аутентичной архитектуре, но сразу предупреждаю, вы не увидите современных сооружений, но вместо этого настоящая история. В Осетии, если мужчины и строили, то такие сооружения, которые могли выстоять против врагов, против времени. Женя, хватит стоять, пора начинать программу. Но перед тем, как мы начнем нашу передачу, я хочу познакомить вас со своим Ироном, который и проведет меня по всем историческим тропам Северной Осетии. Давид Салаков – человек, который не просто показывает горы, а помогает почувствовать их характер и историю. С ним путешествие превращается в живой рассказ, где каждая тропа хранит легенды, а каждый вид захватывает дух. Но на ваших экранах передача «Ирон и я», где мы вместе путешествуем по Северной Осетии и познаем культуру республики. И я ее ведущий Евгений Казанов. Вы готовы? Мы готовы. Тогда Анчадыстан. Давид, еще раз тебя приветствую. Спасибо, что согласился провести меня по такой, знаешь, древней архитектуре. И вот прямо сейчас мы зашли в башню. Можешь рассказать, во-первых, для чего они служили? В первую очередь тоже рад приветствовать, особенно в таком прекрасном месте. И находимся мы в родовой боевой башне. Как я заметил, башня уже в несколько этажей, то есть даже снаружи это видно. Да. Каждый этаж, я думаю, для чего-то был Есть свои предназначен. задачи, да, безусловно. Мы вот, если ты успел заметить, мы зашли со второго яруса, да, по достаточно капитальной лестнице на сегодняшний день, но раньше лестница была либо приставная, либо веревочная, ее затаскивали вовнутрь, дверь закрывалась намертво, то есть мы автоматически оказались на втором ярусе. Нижний ярус, который мы обошли, он служил некой холодильной камерой. Вот это. Да, внизу у нас первый ярус, это некая холодильная камера, в которой хранили продукты не скоропот, на случай долгих осад, потому что, закрывшись, люди здесь могли находиться в количестве 100-150 человек, это достаточно немало. В зависимости от размерности башни цифра могла быть разной. И могли находиться неделю-две безвылазно.
Более того, в таких башнях некоторых была возможность подземного подхода к реке. В данном случае вот мы подходили, здесь видели внизу реку. Да. Вот как раз из этой башни был подход к реке, чтобы на случай долгих осад была вода. Самое главное. Слушай, ну я предлагаю подняться тогда, раз мы на втором ярусе, надо и на третий. Вперед! Слушай, мы поднялись на мужской этаж. Здесь, Почему мужской именно? но как минимум для того, что это стратегически важная позиция, можно обратить на наши бойницы внимание. Они, во-первых, не стандартным образом расширяются вовнутрь. Очень узкое пространство, но если выглянуть, обзор отличный. Внутрь ничего не заметно и не видно. Женский этаж. Ну что, да, мы на женском этаже, и здесь, как правило, у нас мог располагаться некий очаг, где что-то могли готовить. Каким образом здесь можно разжигать огонь, как можно домашний очаг разогревать и так далее. В стенах бывала небольшая дырочка, как некий выхлоп, да, то есть чтобы часть тепла оставалась здесь, а гарь выходила. И таким образом здесь готовили. Вот. Но и здесь также находились и дети. Да, само собой, ближе к женской половине, да, то есть в зависимости, так как до 10 лет все равно, да, дети, они ближе к женской части находились. И уже, как говорится, в тесноте да не в обиде, все большое количество человек, оно теснилось, но когда вопрос безопасности встает, естественно, все другие приоритеты уходят на задний план. Ну, еще и тепло. Соответственно. Ну что, мы повыше, здесь даже дышится по-другому, если ты заметил. И если обратишь внимание, у нас немного отличаются бойницы наши. Почему это боевой этаж? Как раз таки из-за того, что нижний у нас женский этаж, они, безусловно, ухаживали за тем, чтобы накормить, напоить, но при всем при этом они могли также здесь варить масло, кипяток, смолу, чтобы выливать на тех, кто пытается залезть в башню. Это боевой этаж, ну а верхний? Верхний этаж уже предназначен для того, чтобы как раз таки передавать и принимать сигналы. Ну тогда пройдем на верхний этаж. Давай выше. Мы наверху, ну, во-первых, виды и красота. Здесь человек ощущает себя владеющим просто всем простором. Но однако мы находимся на самом верхнем ярусе, который служил одним из главных форпостов, да, всей нашей башни, потому что именно здесь находился часовой, который следил за сигналами, принимал и передавал сигнал. А каким образом это получалось? Как раз таки здесь небольшая имитация того, где разжигался костер, но ему не давали разжигаться как костер, а это был дым. Соответственно, белый дым говорил о том, что в поселке праздник, приглашали на праздник, а черный дым о том, что беда, идет враг. Естественно, таким образом селения быстро узнавали об этом и готовились к встрече. Те, кто находится подальше от края ущелья, они помогали и шли навстречу к тем, кто это делает первым. Соответственно, с каждой башни было видно минимум 2 башни. Если у тебя зоркий глаз, ты на противоположном склоне увидишь в селении Луар боевую башню Кадзаевых, Алборовых и Цугоевых. Подожди, я не вижу. Свеча такая торчит. Все. Да, в таком зеленом лесу, конечно, Да. сложно немного рассмотреть, потому что блик солнца. Вот, однако, так было предназначено, чтобы с нижних путей дорог башен не было видно.
Другая башня у нас находится на верхнем склоне, ее более отчетливо видно. Это селение Цамат. Это башни Кайтовых. В красивых историях рассказывают, что эти башни соединяли Черное море и Каспийское, что можно было передать сигнал на вот таком расстоянии. Как раз по всему Кавказскому хребту. Да, все верно. Не знаю, насколько это правда, но история достаточно красивая, мне кажется. Ну да, но все равно те, кто жили, можно же сказать, что здесь не сильно такая гористая местность, немножко равнинная. Равнинная часть. А вот кто жил именно в скалах, в горах, что же они там строили? У нас будет возможность посмотреть на скальные крепости и посмотреть обзор с того места, где это было нестандартным образом. Собственно, куда дальше мы и поедем? Поедем. Мы поехали. Давным-давно в Даргасском ущелье, где законы гор непреложны, а кровная месть была делом чести, на склоне Шаохох появилась одинокая башня. Говорят, ее построил человек, обреченный на бесконечную вражду. По ночам он в одиночку таскал тяжелые камни и возводил свое убежище на краю скалы. Годы шли, и из этой башни он безжалостно уничтожал врагов из могущественного рода, не давая им ни единого шанса. И вот остался последний противник. Решившись на хитрость, он подполз к башне, укрывшись медвежьей шкурой, но уловка не удалась. Сняв ее с себя, подняв ружье, прозвучал выстрел. Последний, точный. И вот противник пал. Тогда Кровник впервые за долгие годы вышел из башни при свете дня. Он подошел к телу врага и вдруг заплакал. Горько, по-настоящему, ведь с его смертью закончилась и его собственная жизнь. Другой он и не знал. У него не было больше врагов, он остался один, но руки навсегда у него остались в крови. Друзья, мы приехали в Урздон. Да, красота, Фанфары, да? красота неописуемая, если честно. Давид, я скажу так, если башня — это защита фамилии, то что тогда крепость? Это защита всего, наверное? Да, это защита рода, населения, ответственность, которую, как правило, берет на себя царь. Мы находимся в селении Урздон, горный Урздон, потому что многие его путают с равнинным. За нашей спиной находятся уникальные урздонские наскальные крепости, которые называют каменные драконы. Чем она, вот эта крепость, уникальная? Чем она отличается от них? Наскальная крепость — это стратегически важный фрагмент, потому что это та точка, которая последняя инстанция оборонительной позиции. То есть, когда уже все не сработало, то наскальные крепости выручают и дают возможность все-таки сохранить безопасность максимально. Давид, я когда тоже немножко изучал те места, в которые мы путешествуем сейчас, и когда я читал про Урздонскую крепость, я нашел, не знаю, это легенда, либо это правда, что у нее есть проход в Кармадонское ущелье. Почти верно. Есть легенда, что связка между Завгишской наскальной крепостью и Урздонской, она существует или существовала.
Сложно сказать, насколько это могло быть правдой, да, на самом деле технические расстояния очень большое, но учитывая, да, уникальность и чудотворность природы, я бы, наверное, даже не сомневался. Но есть одно поверье, что есть проход водозабора или водозаборный, как я тебе рассказывал внизу в нашей башне, боевой башне тоже, к реке Урздон вниз. Давид, ну, судя по тому, что я взял трекинговые палки и трекинговую обувь, я готов туда подниматься. Очевидно. Движемся наверх. Пошли наверх, потому что, ну, мы ехали сюда долго, ну и на полпути остановиться, ну, По никак. непростой дороге, По конечно, непростой очень дороге. красивой, но идем к цели. Отправляемся. Важные фрагменты, на самом деле, сейчас. Естественные отдышки. Первых ощущений, так если оглянуться назад, просто, я не знаю, я клянусь, для меня это ощущение, как будто это просто декорации. Сколько раз бы я сюда не поднимался, каждый раз разные картины. Ну просто каждый раз. Я не могу насытиться, да, вот у нас по-эстински говорят, там, сардей бавша, да, типа, ну, насладись и насыться жизнью, да, то есть вот этими картинами я не могу насытиться. Каждый раз они меня просто вот сердце мне разбивают. И ты вот сидишь и смотришь, и понимание того, что это прекрасная природа одна история, но понимание того, что это еще и твой дом, ну, у меня до мурашек доходит. И я скажу, когда смотришь на такие виды, на такие красоты, понимаешь, осознаешь, за что так воевали и защищали. Что защищали. Да, что защищали. Да, безусловно. И понятно, почему здесь с определенным характером люди жили, с определенным стержнем, да, потому что здесь ну, невозможно по-другому. Здесь ты должен быть крепким духом, крепким телом, вообще характером, но иначе ты не будешь близок к величию того, что тебя окружает. Я не представлял никогда, ну вообще, во-первых, что я буду снимать такую передачу, и что вот можно взять и вот так к истории так прикоснуться, и ты понимаешь, вот здесь совершенно был другой мир, а вот эти стены, есть же поговорка, стены слышат, и они еще до сих пор слышат те самые голоса воинов, которые так защищали свою родину. Ты, главное, просто вниз не смотри туда. Я также боюсь, клянусь о тебе. Просто смотри за мной. Я не хочу. Вспоминаешь школу, гусиный шаг на физре. Ну. 3 шага надо сделать. Вот. Ну что, друзья, у нас очередной квест вместе с Женей. Отстань! Я клянусь, и я, и Женя, мы очень боимся высоты. Чтобы вы понимали, мы вот так вот. Но, как говорится, мы идем в свой страх. Не к психологу, вот именно сюда. Вспоминаем гусиный шаг, который все ненавидели в школе на физкультуре. Так. Женя. Давай, я встречаю здесь. Так. Голову аккуратно. Отлично. Сам. Аккуратно голову в спину. Еще буквально один шажочек. Так. Супер.
Супер, супер. Вот здесь уверенно, мне вот так кулачок давай отбиваю, так вот. Ага, красавец. Ну и, конечно, Арсен. Арсен герой. Да, компактно. Со своей камерой. И как? Вот нас и солнце встретило, солнце встретило. Фраг назад. Вершина Карил. Просто вон. Вот там я сидел. Что скажешь, Жень? Я скажу, Это того стоило? это очень того стоит. Ну, вообще, чуть-чуть страшно. Вот когда вот там... Не чуть-чуть. Ну, как чуть-чуть? Ну, вообще страшно, да. Виды шикарные. Вот я смотрю. Вау. Друзья, это... Оно того стоит. Сразу заметно, что как они называются? Ну, здесь окна, да, здесь вообще это бойницы, да, то есть более узкие пространства, вот дырочки, да, вот эти Мгм. такие, они это бойницы. А здесь это достаточно такие полноценные окна, я бы сказал. Понятно, что здесь было порядка 3 ярусов, да, как минимум по количеству окон. И вот здесь есть дырочки как раз для ярусных перегородок. Но там чуть дальше есть одна стена небольшая, Еще? фрагмент стены. Но он просто у меня Давай, подожди, покажи. Давай, не рассказывай. а вызывает диссонанс в моей голове, в моей душе, который, ну, выходит за рамки физики, да, на самом деле. Сейчас мы пройдем небольшой отрезок сквозь расщелину в скале, вот, по которой ходили много лет наши предки. Попробуем ощутить немного вот дух. Пойдем? Вперед. Пойдем. Маленький кусок. Я вижу. Ну, то есть это прям, ну, стена была. Понятное дело, остался только фрагмент, но ну, просто посмотри. Я не знаю, как она держится. Скала, она полностью вертикальна. Скорее всего, за вот такое я и люблю Осетию, потому что час пути, полчасика наверх, и ты вот в таком месте. Друзья, на самом деле это бесценно. Бесценно. Когда находишься в такой крепости, ты осознаешь, что защита Родины — это не слова, а состояние души. Это готовность встать между домом и опасностью и бежать некуда. Все оставались тут, даже если дальше только небо и тишина. Мы спустились, мы поднялись, несмотря на дождь, который хотел, но вот солнце... Соблаговолила нам, да. Да. Вот смотри, Давид, ну, конечно же, люди в таких крепостях, ну, всю жизнь-то не жили. Куда же они потом перебирались? Но на самом деле, конечно, был период важный, да, безусловно. Но как время подуспокоилось, вопрос безопасности, да, то есть он стал уже не таким прям сверхактуальным. Люди потихоньку стали спускаться на более равнинные части горной местности, так это назовем. И потихоньку обустраиваться, где мы могли бы уже рассмотреть быт, хозяйство и не только боевые башни, а уже жилые, которые немного отличаются формой и размером, конечно. Поехали туда тогда. Вперед. И там грибы пожарим. Безусловно, надеюсь, они будут очень вкусные. И главное, чтобы они были съедобные.
Давид, рассказывай, куда мы приехали. На самом деле, когда мы уже сюда подъезжали, красота уже была. Клянусь, это одно из моих вот близких сердцу мест, и находимся мы в селении Самыти. Здесь, можно было сказать, средневековый город и одно из самых больших и мощных обществ. Вот смотри, сюда как раз же, я правильно понимаю, уже начали люди заселяться, уже начали здесь, так сказать, пускать корни именно с вот таких небольших поселений. Отчасти можно сказать так. Есть одна история, что мы были с тобой как раз на скальных крепостях последнего аланского царя, и один из военачальников его, некий Самыти, да, был на охоте. И во время охоты он гнался за оленя долгое время. В какой-то момент он его все-таки нагнал, и нагнал как раз таки в этих местах. Оглянулся, увидел нереальный пейзаж, вода рядом, красота. Буду обосновываться здесь. Поэтому вот к связке, к тому, что вот наскальная крепость и Самыти, они практически, вот, можно сказать, очень близки друг к другу, потому что Самыти был очень близок к аланскому царю. Вот таким образом здесь начала зарождаться жизнь по одной из версий. Так самое интересное, мы совершенно случайно сюда даже приехали. Да, да, абсолютно. И я вот только сейчас, на самом деле, в ходе нашего диалога об этом подумал и думал, как вообще все сложилось должным образом. Да, то, что мы действительно приехали сюда. Да. Ну, Давид, расскажи именно про быт здесь местные, как они здесь жили, выживали, потому что, ну, природа, конечно, красивая, и сейчас это все здесь застроено, но до этого здесь ничего ж не было, кроме таких маленьких домиков. Ну вот очень интересный фрагмент и основополагающий, то, что здесь люди жили тесно. Очень тесно, потому что в суровых условиях выжить каждому по отдельности очень сложно. Мы сейчас с тобой пойдем потихоньку подниматься и как раз увидим каскадную форму строения, где дома были с общими стенами, где моя крыша могла являться двором верхнего дома. Вот давай пойдем Да, посмотрим. и заодно мы глянем, каким образом это происходило и выглядело. Ну что, Жень, поднялись мы повыше, прошли по таким средневековым улочкам, где раньше кипела жизнь, бегали дети, старшие трудились. Да, здесь много чего сейчас развалено, но если мы окинем взор, то увидим, насколько тесно были построены дома, что крыша нижнего дома являлась двором верхнего дома. Соответственно, двор крышей твоих соседей. И не было жалоб, кто там по моей крыше бегает, кто там по моему потолку стучит и так далее. То есть, ну, наверняка, конечно... Не было жалоб на шум у соседей. Да, то есть все жили настолько вот совместно, да, то есть понимали, что человек без человека, ну, трудно выжить на самом деле. Разделяли и хлеб, и труд, и от этого широта души, конечно, была намного и больше, и необъятнее. Ну, я правильно тебя понял, что именно такие селения все равно абы где и не строились. То есть тут нужно прям полностью, чтобы был подход к воде близкий. Безусловно. Равнина для скота. Ну, как я вижу, здесь есть. Основополагающее это вода, ты правильно подметил. И мы находимся в солнечной котловине. О, точно. Да, мы с тобой сегодня утром выезжали, было все затянуто, где-то даже Дождь шел шел. дождь, да. Приехали в ущелье, в некую зону дождевой тени. И даже если посмотреть, вот вокруг нас, Да. вот круг идет туч, Да, мы то есть находимся... Под солнцем, под открытым небом. Это некая зона дождевой тени, где вершины вокруг нас свыше 1500 метров. Облака, как правило, появляются на уровне 1000 метров, и вершины их просто-напросто не запускают. Поэтому здесь порядка 250-300 дней в году бывает солнце. Я смотрю, вокруг нас есть
башни. Это Да. я правильно понимаю, что это уже немножко новые башни, это то, что уже Восстановленные, назовем их, да. восстановленные. И строили же, это же не похожие на какие-то боевые, в которых мы были, или как крепости, это же немножко другое. Вот в чем разница боевой башни и жилой башни? Боевая башня называется машин. Она бывала от 3 ярусов и выше. И определенной формы. Да, то есть здесь, наверное, можно сказать, конусная форма. А были башни, назывались ганахи. Это были жилые башни до 3 ярусов. И в этих башнях уже, естественно, происходил весь быт. Как правило, на 1 ярусе, возможно, ты уже догадываешься, люди держали скот. Скот, да. Да, для того, чтобы делиться теплом со всем домом. Если строение одноэтажное, то оно делилось пополам. Да, то есть в соседней части дома скотина, а в другой жилая часть. И как раз мы сейчас с тобой сможем немного еще пройтись и посмотреть, какой мог быть вход, да, в жилое помещение, какая толщина стен. И, в принципе, периметр, да, сегодня квадратные метры все-таки немаловажный аспект, да, мы сегодня выбираем побольше, повыше, вот, но при всем при этом нам важно то пространство, в котором мы живем. Подошли мы с тобой к одной из таких башен Ганах, жилая башня. Остатки. Остатки. Находимся у входа. Если ты обратишь внимание, вход очень невысокий. Скорее всего, потому что чтобы меньше задувало. Все правильно, Ветров все и так правильно, далее. да, абсолютно логично, так как тепло в доме нужно сохранять, да, стены толстые, местами доходят до 1,5 метра даже, и при всем при этом сохранение тепла очень важно. Дальше хочу с тобой пройти к родовой башне. В Самоте их больше 5 родовых башен, которые также, конечно, выполняют функцию боевой и сигнальной башни. И как раз вот у наших друзей, у Акацевых здесь башня, уникальным образом сохранившаяся. Вот. Это значит, можно сказать, что здесь действительно жили богатые люди, если 5 башен. Как минимум знатный. Знатные. Да, поэтому будет возможность нас сейчас прикоснуться к камням башни, которые не были тронуты. Пойдем. Вперед! У бурных вод реки Феогдон на вершине горы Хакун стоит древняя одинокая башня. Местные называют ее башней Куртай-Тага в памяти о 2 братьев, чья история прозвучит прямо сейчас. Говорят, жили когда-то Куртай и Тага, неразлучные, как 2 половины одного целого. Они вместе охотились, делили хлеб и радость, и никто никогда не видел между ними ни ссоры, ни тени зависти. У каждого был свой сокол, быстрый, сильный, верный спутник в горах. Но однажды все изменилось. Во время охоты их соколы вцепились в воздухе. Долго они кружили над скалами, пока сокол Курта не одолел птицу Тага. И хотя это была всего лишь схватка птиц, Тага увидел в нем знак судьбы. Тревога закралась у него в сердце, и он решил, что брат победит и его самого. С того дня покой покинул Тага, и вскоре выбор был сделан, тяжелый и бесповоротный. Он покинул родные места и ушел в Даргавское ущелье. Там Тага и обосновался, завоевал земли и стал родоначальником нового горского общества Тагаурского.
Курта же остался на своей земле и стал родоначальником другого рода – Куртатинского. А ущелье, где он остался, с тех пор называют Куртатинское. Так одна схватка в небе развела двух братьев по разным дорогам. Теперь их имена живут не только в легендах, но и в самих горах. Юрий, здравствуйте. Мы очень рады, что вы нас приняли у себя. Спасибо вам большое. Хочется услышать с самого начала, как зарождалась вот такая башня именно вашей фамилии. Она не нами зарождалась, она нашими предками зарождалась. Она где-то, как говорят историки, она зарождалась где-то в 16 веке. 14-16 век. Она осталась нам, конечно, от наших предков. Мы знаем, что вот этот квартал наш, акациевых, мы акациевые. Значит, почему здесь вот есть источник воды. И обычно возле источника селятся те, которые первые. Тот, который первый, он селится возле источника. Ближе Вот к воде, да? А? Ближе к воде. Да, ближе к источнику. И мы вот были самые первые здесь, которые поселились. И выбрали самое верхнее место, значит, и отсюда так. Мы пытаемся сохранить до сих пор вот то, ради чего строилась эта башня. Башня эта строилась, как защита была, как сторожевая была, и она показывала объединяющее начало фамилии. Вот сила фамилии заключалась в чем? И сегодня, в принципе, заключается в том, что фамилия, она объединена. Она понимание друг друга живет. Есть единство фамилии. Вот эта башня показывает. И мы, когда уже увидели, что ситуация идет к тому, что уже уходим мы все отсюда с гор, уже ушли, в принципе, уже брошено это все. И мы потихоньку, где-то лет 35 назад, мы начали здесь как-то думать, это неправильно. И мы вспомнили то святилище, которому поклонялись наши старшие. И мы решили, что вот буквально вот он стоит, значит, скромно стоит в стороне. Тот раз, значит, он, Славик, еще кто-то. Человека 4-5 нас было. И мы решили, дай-ка мы возобновим здесь какое-то движение. Вот такая краткая история фамилии Акацев. Юрий, я предлагаю, давайте тогда зайдем уже и Изнутри. посмотрим изнутри. Пойдемте, немножко, зайдемте, пожалуйста. А- Я вас приглашаю. Мы знаем, как они раньше это все там, средства связи, продолжение рода. Вот сегодня вы здесь собираетесь, мне вот интересно, насколько вот младшим интересно, и вот подтягиваются они к вам сюда, вот в ваши собрания, застолья, праздники. Дело в том, что несет ли башня сегодня свое функциональное значение, имеется в виду объединяющую роль свою, выполняет или нет? Я скажу, что да, в какой-то степени. Речь идет о том, что буквально, вот, когда мы однажды собрали фамильный праздник, устроили, как это сказал, культ фамильников вот это сделали, мы посмотрели, вот эта инициативная группа, значит, посмотрели и видим, что это не совсем то, что нужно нам для объединяющего начала. И мы на второй день приехали сюда. Мы пришли к тому, что давайте мы каждый год в день нашего святилища Даллак-Зири, называется Дауджилта, Даллак-Зири Дауджилта, будем собираться здесь. И чтобы дети приходили. Обязательно, чтобы дети были. Женщины, чтобы были наши здесь всегда были. И вот тогда, и с тех пор,
пока не прерывалась эта связь. Вот, лет 35, наверное. Вот эти дети, которые были тогда Уже сейчас 3-4 рядом года, со старшими сидят. они сегодня не то, что рядом со старшими сидят, они занимают место старших, заняли место старших. Тех старших уже нету, значит, потихоньку история свое делает, значит, диалектика. И они сегодня, они главные. И они уже сам, вот каждый фышим, он готовится, там, режет барана, там, еще что-то, значит, там. Каждого дома выходят 3 пирога, там, ребра, там, еще что-то, там, пиво. И вот они здесь, весь стол этот бывает занят, забит. И мы, фамилия объединяется, идут младшие. Эти дети здесь разбредаются, матери за ними гоняются, значит, там, эти дети друг другом, значит, там, знакомятся. И дальше по жизни где-то друг от друга уже далеко не уходят. Во всяком случае, знают о существовании друг друга. Вот это вот воодушевление, вот мы решили, что один день в году каждый человек должен отдавать своей фамилии. Что ты в этот день будешь делать? Но чтобы ты отдал фамилию. И чтобы вот на то, чтобы фамилию быть вместе с фамилией. Вот такая ситуация у нас складывается. То есть даже вот дети, получается, вот младшее поколение, они себя здесь по-особому чувствуют. Как говорится, кровь не вода, да, вот. У меня лично в моей башне вот эти необычные ощущения, вот я их не могу передать. И вот по словам Юрия, вот я сейчас понимаю, что когда отсюда человек не хочет уходить, ну, это просто на подкорке, где ты просто понимаешь, что ты дома, в настоящем доме. И ну, это просто счастье, я думаю, в сегодняшнее время иметь свою родовую башню, иметь преемственность поколений, старших, которые берут на себя ответственность и делают первый шаг, чтобы передать дальше. Я что писал? Абон манакасат хазар тачивиш. Я мою зотачи баршку до сарфаса. Я ваш терджи. Dabını savogadamıştım kattaritter, balçattaştım. Mana dara hiç bağcı bugün kattaritter kuddaray musafir. Ya baştırcı, lappuya lakkanakda, bayrağı bakkanakda. В Средневековье, чтобы получить статус родовой башни и возможность ее постройки, нужно было получить разрешение у Совета фамилий, у Совета ущелья. И подавался определенный запрос, смотрели, насколько большая фамилия, насколько у нее хорошая репутация, то, о чем как раз говорил и рассказывал Юрий, что нужно следить, да, то есть за репутацией, за историей, за младшими. И когда все хорошо, давали право на постройку башни. Вот, был ли срок, за который должна была вот фамилия построить башню? Год. За Год. В течение года должны были построить башню. Значит, до этого заготавливался материал, завозился камень, там все это. И те, кто строили башни, они единицы были. Их не было много. И вот он знал, что в этом году он строит эту башню. Следующий год он у них. И так далее, вот он знал. И вот башню, в принципе, строила фамилия. Он стоял здесь со своими там угломерами всякими. Вы посмотрите, как точно здесь выведены все эти углы. Все Это специальный сторонний человек. Это сторонний, специальный, наемный человек, которому за это, значит, отдавали, просчитывались, ну, скотом, там, какой-то валютой, значит. И они строили, фамилия строила башню. Вот интересно, могло быть, что фамилия не успевала за год построить? Если не успевала, разбирайте башню. Все. До основания. Все, разобрали башню. Но также не каждая же фамилия могла себе позволить. То есть только знатные. Только та фамилия, которая чувствует в себе силу, единство и так далее. А ваша фамилия построила башню. Чем она занималась? Она, как и все, жила, жизнью уже не занималась. Чем здесь можно было? Я не могу сказать, что у нас были какие-то фабрики у наших предков. Основной вот ресурс — это человек, да, то есть человеческий ресурс. То есть люди занимались тем, чтобы трудились,
семьи были больше, род был больше, соответственно, и ресурсов будет больше. Поэтому и смотрелось, насколько большая фамилия и насколько у нас вообще возможность. То есть, если у нас 10 человек, то мы можем, может быть, построить шалаш. Но если у нас 1000 человек, мы можем построить такое селение, как Самыти. И в завершении, Юрий, я еще раз хочу вас поблагодарить. Спасибо, что нас приняли. Очень было интересно. И на самом деле, вот как говорил Давид, я повторюсь, спасибо, чем вы занимаетесь. А для культуры Осетии, для Осетии это действительно много чего стоит. Спасибо вам. Спасибо. Успехов вам! Благодаря вам идет дальше движение, значит. Не останавливайтесь, пожалуйста, ищите. Будьте постоянно в поиске. И все хорошее несите дальше. И оно вам зачтется в этой жизни тогда. Давид, вот и все, закончилось наше с тобой небольшое, да хотя что я говорю, большое действительно путешествие. Погуляли мы с тобой знатно. И знаешь, я хочу тебя поблагодарить. И у меня вот такой вопрос к тебе. Как ты считаешь, как нужно сохранять свою культуру? Умеешь ты задавать очень интересные вопросы. Жень, конечно, в первую очередь тоже хочу тебя поблагодарить за вообще прекрасную программу, прекрасные проведенные дни, интересные, насыщенные, за возможность, да, вот, поделиться, перенять. И это очень ценно для меня. Что касается про сохранение культуры, вот, мы разные с тобой темы обсуждали, касаемо башен, фамилий, рода, младших, старших. И всегда важен фундамент и его понимание. То есть очень часто мы что-то делаем на автомате, по привычке. Я за то, чтобы мы докапывались до сути, раскрывали вопрос, насколько это возможно, и с пониманием могли действовать каждый день. Когда у нас будет понимание того, что передавалось нам веками, то сохранять культуру будет не в тягость, а в радость. Я, наверное, скажу такую, да, банальную вещь, но при всем при этом понимание основополагающее, да, то есть мы многое сегодня имеем, нам вот так на блюдечке все поднесли. Как мы это поймем и как будем применять в жизни, это основа нашей культуры и то, что мы сможем передать дальше. Спасибо тебе большое. Действительно очень интересный, искренний ответ. И у меня в передаче есть традиция. У меня есть вот такой дневник путешественника. В нем все мои ироны. Да, здесь я сохраняю все записи, все сувениры. И у меня есть традиция делать фотографию с моим ироном и вклеивать свой дневник путешественника на долгую-долгую память. Поэтому предлагаю сделать нам сейчас То есть для меня будет там место? Для тебя будет отдельная, Замечательно. да, отдельные 2 странички для тебя вот посвящены будут. Это очень круто. Поэтому Сделаем фотографию? да, мой фотоаппарат, Это Polaroid. да, ну по-другому называется, и сделаем фотку. Дорогой дневник, сегодня в дороге я поймал себя на одной мысли. Наверное, каждый мужчина в своей жизни должен построить башню. И сейчас я не про камень и стены. Настоящая башня рождается не руками, она строится поступками. Из умения защищать свою землю, из желания сохранить тепло дома, из памяти о тех, кто жил до нас и чьими именами до сих пор держатся горы. Сила не в том, насколько высока твоя башня, а в том, какой фундамент ты оставишь
после себя. Это ирония. Я смотрю глазами сердца, через дороги и лица я оставляю след. Это ирония. Это больше, чем просто место. Это то, что живет во мне и будет жить всегда. Ирония. О, какая команда операторов. Спиной идет. Спиной идет. Поверни камеру, покажи, как ты спиной идешь. Вот что значит. Вот что значит оператор Осетии Эриштон. Мощь.